По сложившейся традиции первым делом Сергей Миронов посетил мемориал памяти и славы, где вместе с сотрудниками администрации главы и министром культуры Марией Газдиевой возложил цветы к вечному огню. В знак уважения памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. А после для руководителя фракции устроили небольшую экскурсию в музей жертвам политических репрессий и по мемориалу памяти и славы. Эта прогулка, пусть и в дождливую погоду, оставила у Сергея Миронова неизгладимые впечатления. Мы, несмотря на непогоду, я уж, кстати, приношу извинения, получается, я вам такую погоду нехорошую привез, не было, солнышко было. Но говорят, что дождь – это к удаче, к добру. Так вот, несмотря на дождь, мы посмотрели и то, что в едином комплексе и трагические, и героические страницы истории вашей республики, вашего народа – это здорово. И ничего нельзя забывать, и все нужно помнить. Потому что это наша история, история многонационального государства России. За одним столом в зале собрались представители разных общественных объединений республики. Темы разные, в частности, говорят о развитии внутреннего туризма в Ингушетии и его перспективах. В курс дела по этому вопросу всех присутствующих ввел руководитель Комтуризма республики. К числу позитивных моментов можно отнести прирост общего туристского потока в республику из других регионов России и стран дальнего и ближнего зарубежья. Количество туристов, посетивших республику за 2016 год, составляет более 45 тысяч человек из других, как я сказал, регионов и городов России. И более 32 тысяч по внутреннему туризму. Из них количество иностранных туристов более 3,5 тысяч. Конечно, мы пока не сравниваемся с теми субъектами, туристическими гигантами, но для нас это пока очень хороший показатель. На днях несколько активистов партии, в числе которых и люди с ограниченными возможностями, провели небольшую экспедицию в горной части региона. Проект под названием «Сильные духом» направлен на привлечение внимания к вопросу социализации инвалидов. Они еще раз доказывают, что инвалидность не приговор, и люди с ограниченными возможностями здоровья могут жить полноценной жизнью. Достиг больших результатов. Почему? Потому что у меня были рядом друзья, и с каждым днем их становилось все больше и больше. На самом деле Господь не дает человеку испытания, которое он не может понести. По заверениям участников небольшой экспедиции, особый стимул в преодолении сложных маршрутов придавало отношение жителей региона. Каждый пытался поддержать путешественников. Присутствие в республике, особенно в горной ее части, атмосфера уюта и красоты и добросердечного отношения отмечал каждый, кто хоть раз посещал Ингушетию в статусе гостя. Несомненно, у региона есть потенциал как в спортивном, так и в пешем туризме. Замечательная возможность прикоснуться именно в нашем варианте к культурно-традиционному укладу ингушей, да, когда ты не через буклет, не через информационный какой-то ресурс в интернете, а непосредственно своими глазами, контактируя с местным населением, с гостеприимными людьми, которым тоже, пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность, Баркал. Председатель общества инвалидов республики Хава Калоева рассказала собравшимся о социализации инвалидов посредством спортивного туризма. В регионе много молодых людей, которые, несмотря ни на что, готовы идти вперед. Несмотря на то, что имеют ограничения, они участвуют во всех сферах нашей республики, и в спорте, и в художественной самодеятельности, и в других направлениях. Если нет поддержки со стороны власти, работа никакой организации не идет, это вы знаете. Поэтому мне с этой трибуны хочется сказать огромное спасибо нашим представителям власти, которые с нами общаются, нас слышат, нас поддерживают. Однако туристы не будут приезжать в регион, если вместе с комитетом не будет работать в тандеме и Министерство по внешним связям и политике. В республике проживают представители десятков разных национальностей, но при этом здесь ни разу не был нарушен как межнациональный, так и межконфессиональный мир. В текущем году Республика Ингушетия празднует, как мы все знаем, важную дату 25-летия со дня своего образования. Регион достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии, в том числе в укреплении межнациональных согласий. При реализации политики в сфере межнациональных отношений Ингушетия руководствуется основными документами, принятыми в стране, среди которых стратегия государственной национальной политики России на период до 2025 года. Федеральная целевая программа укрепления единства российской нации, этнокультурное развитие народов России на 2014-2020 годы.
А в завершении круглого стола участники не упустили случая задать интересующие вопросы руководителю фракции партии «Справедливая Россия», на которые Сергей Миронов емко и точно ответил. Сам лидер «Справедливой России» приехал в регион не с пустыми руками. Юнусбеку, значит, дорогому моему десантнику, вот передаю письмо, и внутри диск. Вот так вот жизнь складывается. Буквально месяц назад ко мне пришли люди творческие, и вдруг мне говорят: Сергей Михайлович, а вы знаете, что у нас есть фильм про уникальную историю уникального народа, про ингушский народ. Фильм 23 года лежит на полке. 23 года его никто не видел. Это фильм, вот про что мало кто знает, да, фильм уникальный. И о чем я прошу, чтобы ваш президент организовал показ здесь, на телеканале «Ингушетия», здесь. Но я вместе с ним будем добиваться. Я хочу, чтобы этот фильм увидела вся страна. Ингушская сторона, в свою очередь, подарила Сергею Миронову картину с изображением одного из средневековых ингушских замков. Хадия Добриева, Мария Мнестоева, Мирбек Миржоев. Новости 24.